Посмотрим, каким образом производится копирование формул в таблицах Apple Numbers и также какие бывают типы ссылок. У нас есть подготовленная таблица, и давайте пробовать делать расчеты. Первое, что нам нужно сделать, это посчитать стоимость. У нас есть цена и количество. Для того, чтобы посчитать стоимость, мы их перемножим. Нажимаем «Равно». У нас открывается панель формул, в которой мы указываем, какие ячейки нам нужно перемножить. И нажимаем Enter. Далее, для того, чтобы эту формулу использовать в следующих ячейках, не вбивая ее каждый раз, мы просто протягиваем за вот этот желтый кружок вниз, и формула меняется в зависимости от строки. Мы видим, что в каждой строке подставляются нужные ячейки. В данном случае у нас используются относительные ссылки. Выглядят они в Excel вот таким вот образом. Чуть-чуть отличается внешний вид в таблицах Apple, но тоже видно, что это просто B13 и C13. Далее у нас есть стоимость и есть скидка 20%. Нам необходимо посчитать размер скидки, но при этом мы понимаем, что при протягивании ячейки, если мы сделаем просто вот таким вот образом, умножим стоимость на скидку, формула сработает некорректно. Почему? Потому что в следующей ячейке мы видим, что стоимость подставилась нужная, а размер скидки ячейка съехала вниз. То есть мы понимаем, что нам нужно вот эту ячейку каким-то образом закрепить. В таблицах Apple Numbers это делается следующим образом. Вот у нас есть формула. Мы нажимаем около нужной ячейки на вот этот треугольник, получаем такой выпадающий список и ставим обе галочки. Нажимаем зеленую галочку в подтверждение. Далее мы протягиваем формулу и видим, что в каждой ячейке у нас меняется стоимость, но не меняется ячейка со скидкой. Таким образом, мы с вами закрепили ссылку, сделав ее абсолютной. Вот таким образом это выглядит в Excel, и в формуле в Apple Numbers мы тоже видим эти символы. Символ доллара, который стоит перед буквой и цифрой. То есть абсолютная ссылка подразумевает то, что конкретная ячейка закреплена, и при протягивании формулы ссылка на эту ячейку меняться не будет. И третий тип ссылок – это смешанные ссылки. Иногда бывают ситуации, когда нам нужно закрепить не целиком ячейку, а только строку или столбец. Вот, например, мы сейчас введем вот сюда формулу для того, чтобы посчитать размер скидки 30%. Для этого мы нажимаем «Равно», выбираем ячейку со стоимостью и сразу помним, что мы эту формулу будем протягивать как вниз, так и вправо. То есть если мы вот таким образом оставим и потянем вправо, то ячейка стоимость съедет вот сюда. И это неверно, у нас будет неверный расчет. Поэтому нам нужно закрепить таким образом, чтобы при протягивании формулы перемещение проходило только в рамках вот этого столбца. Нажимаем на выпадающий треугольник и выбираем «Сохранить столбец». Мы видим, у нас появился значок доллара перед названием столбца D. Это значит, что столбец D будет закреплен, а перед девяткой, как это было в абсолютной ссылке, такого значка нет, то есть девятая строка не закреплена. Это значит, что по этому столбцу формула может свободно ездить вверх и вниз, но при протягивании ее вправо или влево столбец не уедет. Далее мы умножаем на скидку 30% вот отсюда. И опять же помним, что мы можем
двигать вниз или вверх эту формулу, протягивая. И нам нужно, чтобы у нас сохранилась вот эта ячейка со скидкой, но при этом мы протягивать будем также и вправо. А значит, формула должна поехать по вот этой шестой строке. Дальше переехать на 40% и на 50%. То есть это у нас шестая строка. Соответственно, мы выбираем «Сохранить строку» и видим, что у нас в первом множителе сохранен столбец, вот этот, а во втором множителе, наоборот, сохранена строка вот эта. Нажимаем зеленую галочку, протягиваем вниз и протягиваем вправо сразу на оба столбца. И что мы теперь видим? В любую ячейку мы кликаем и видим, что стоимость подставилась правильно, и скидка тоже подставилась из нужной ячейки. В следующем столбце со скидкой 40% стоимость подставилась правильно, скидка подставилась уже 40%. Обращаю внимание, что мы формулу протягивали вниз и вправо. И в последнем столбце скидка 50%, также у нас нужный столбец. Столбец у нас здесь всегда D. И скидка 50 уже процентов для этого столбца. То есть мы видим, как здесь перемещается множитель, выбирая нужный из трех. Еще раз посмотрим, как мы это сделали. Первым мы выбирали стоимость, мы закрепили столбец D. И далее мы выбирали скидку, мы закрепили столбец, точнее строку 6. Это называется смешанная ссылка. И последнее, что мы можем сделать при копировании формул, это стандартный вариант. Мы нажимаем Command-C для копирования и далее Command-V «Вставить». И видим, что отличаются результаты, потому что это равнозначно протягиванию. То есть подставилась уже вот эта ячейка, которая у нас не заполнена. Это неправильно, нам это не подходит. Таким образом, если мы хотим скопировать формулу, мы заходим в панель формул, выделяем, нажимаем Command-C, а затем в нужную ячейку формулу вставляем. В этом случае формула у нас отличаться не будет, и, соответственно, результат сохраняется. Этот урок – часть курса по изучению табличного редактора. Записаться на курс вы можете на сайте sreda31.ru.